В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Камши-Пшара. Здравствуйте. Государственному комитету Республики Абхазия по репатриации исполнилось 25 лет. В Абхазской государственной филармонии прошло торжественное мероприятие, на котором присутствовал президент Абхазии Рауль Хаджимба. О задачах и планах Госкомитета по репатриации в репортаже Али Китрапш. На празднование 25-й годовщины со дня основания Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации приехало немало гостей, наших соотечественников из Турции, Иордании и Сирии. Госкомитет по репатриации прилагает все усилия, чтобы как можно больше потомков абхазских махаджиров, разбросанных по всему миру, могли вернуться на свою историческую родину, говорит Эркан Кутарба, впервые приехавший в Абхазию 27 лет назад. Сегодня с гордостью могу сказать, что люди стремятся на возвращение на свою историческую родину. Хочу, чтобы все ощущали, насколько это важно для меня и для всего абхазского народа. Метин Авизба тоже один из тех, кто вернулся на историческую родину. Вот уже 27 лет, как он живет в Абхазии. По его признанию, ни в какой стране абхазам не рады, как здесь, на родине. Любовь к своему языку и народу подтолкнула его вернуться в Абхазию. Своей земле, своей нации всегда лучше не будет. Я вот так думал, я назад поехал сюда. Сотрудники Госкомитета по репатриации вместе с гостями направились к мемориалу славы, чтобы почтить память павших воинов в Отечественной войне народа Абхазии, среди которых немало представителей нашей диаспоры. Затем гости направились в Государственную филармонию на торжественную часть мероприятия. Деятельность Государственного комитета Абхазии – важная составляющая внутренней и внешней политики нашей страны. Создавали его в один из самых тяжелых периодов современной абхазской истории – во время Отечественной войны народа Абхазии. Указ об этом подписал в 1993 году Владислав Ардзенба. С момента создания Госкомитета основной его задачей было и остается возвращение репатриантов на историческую родину. Благодаря слаженной работе Комитета по репатриации тысячи наших соотечественников смогли вернуться на родину, отметил в своем поздравлении президент Рауль Хаджимба. Юбилей азбахто авенкара дейлагы ялшаз дарадза ирацоу. Гупсыкала и жидоснухалой ариахтусту. И все гощой агбанчухва агбала арабзия. Шаре харехзейпш ускорча аманшалара айх зарадупа. Рауль Хаджимба наградил орденом Ахтзепша третьей степени многих наших соотечественников, которые внесли большой вклад в дело возвращения репатриантов на историческую родину. Мероприятие, посвященное 25-летию со дня основания Государственного комитета по репатриации, продолжится в субботу. Али Китрапш, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Процесс выдачи общегражданского внутреннего паспорта гражданина Республики Абхазия нового образца, по информации Министерства внутренних дел, на всей территории республики проходит без затруднений. Хотя до конца года остается еще немало времени, граждане активно сдают документы. До конца 2018 года все внутренние паспорта гражданина Абхазии должны быть заменены на новые. Это объявление уже не раз звучало во всех СМИ Абхазии. Наши граждане поначалу довольно пассивно отнеслись к информации. Но спустя какое-то время паспортные управления по всей стране рапортовали. Активность людей возрастает с каждым днем. Процесс получения нового паспорта на сегодняшний день проходит без каких-либо трудностей. Все подразделения паспортного управления работают в усиленном режиме. Мы начали паспортировать уже год и 3 месяца. В течение этого времени нами выдано паспортов, готовых на руки населению Рыбского района около 5000, точнее 4764 паспортов. Всего заявление от населения было принято 6221 паспортов. Первичные паспорта, которые получают с 14 лет и выше, нами паспортизировано 820 человек. Активность хорошая, нормальная. Люди приходят в день, около 50 человек, приблизительно от 40 до 50 обслуживаем население. Принимаем, успеваем.
Инспекторы занимаются обработкой данных граждан в течение всего рабочего дня с 9 утра до 6 вечера, а в случаях необходимости остаются и до 20 часов. В связи с возросшим количеством обращений граждан и для бесперебойного приема, обработки и выдачи документов паспортные службы республики теперь работают и в субботу. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел. Суббота будет считаться рабочим днем до особого распоряжения главы правоохранительного ведомства республики. Сегодня субботу с утра нам позвонила домой наши инспекторы, обрадовала нас, сказала, что наши паспорта готовы. Все 7 мы получили, я очень довольна, и все так организовано. Именно что в субботу рабочий день мне понравился, потому что детям не приходится отпрашиваться с вуз, со школы. Очень приятно, удобно пришли, взяли без проблем. Для обмена или получения общегражданского паспорта людям с ограниченными возможностями и недееспособным инспекторы паспортных подразделений выезжают по адресу и на месте осуществляют прием необходимых документов. Там же граждане могут сдать и отпечатки пальцев. По официальным данным, на сегодняшний день выдано свыше 55 тысяч бланков паспортов гражданина Абхазии. В обработке более 4 тысяч. Свыше 6 тысяч документов готовы к выдаче. Сдано на сегодняшний день у нас 7890 паспортов, а выдано уже около 7000. Ну, надеемся, что успеем до конца года выдать. Стараемся во всяком случае, все делаем для этого. Общегражданский внутренний паспорт гражданина Абхазии нового образца необходимо получить в течение текущего года. Срок действия паспорта старого образца истекает 31 декабря. Нисфа Аршба, Абхазское телевидение. В посольстве России состоялась церемония вручения документов к ордену Красной Звезды родственникам участников Великой Отечественной войны Арзамета Тания и Ушанги Басария. Удостоверение сыну и дочери героев войны вручил советник-посланник посольства Российской Федерации в Республике Абхазия Юрий Ясносакирский. Почти 75 лет прошло со дня окончания самой кровопролитной войны в истории человечества – Великой Отечественной 1941-1945 годов. Многие участники войны ушли из жизни, так и не узнав, что были награждены заслуженными орденами. Указ о награждении Ушанги Басария орденом Красной Звезды был подписан еще в 1942 году, а указ о награждении Арзамета Тания в 1946. И вот, наконец, награды нашли своих героев. Достаточно открыть абхазскую биографическую энциклопедию, и там можно найти десятки имен представителей ваших фамилий. Это народные артисты Абхазии, это поэты, это писатели. Но сегодня мы чествуем представителей воинов ваших семей. Дорогие друзья, разрешите от имени посольства и от всех россиян низко поклониться вам за ваших родителей. Большое вам спасибо. Орден Красной Звезды был учрежден для награждения за большие заслуги в деле обороны СССР как в военное, так и в мирное время. Это исключительно боевой орден, которым награждают за особую храбрость и героизм. Сегодняшнее событие стало возможным благодаря неустанной работе российского посольства и Министерства обороны России по поиску участников Великой Отечественной войны из Абхазии, которые были награждены, но так и не получили заслуженные награды. Сегодня ордена героев Великой Отечественной войны были вручены их потомкам. В конце прошлого года моему дедушке Басарию Ушанге Карамановичу было присвоено звание Героя Абхазии указом президента ввиду того, что в свое время по субъективным обстоятельствам ему не было присвоено звание Героя Советского Союза, которым он был представлен командованием. Эта череда событий является поводом для радости и гордости не только нашей семьи, родственников, но и всего народа Абхазии, поскольку это факт торжества исторической справедливости. Мы сегодня, принимая удостоверение к этому ордену, будем надеяться, что орден тоже когда-то появится. Принимая, мы будем навечно хранить как память о своем отце, который героически сражался в рядах советских воинов за защиту нашей Родины.
Несомненно, такое событие останется в памяти на всю жизнь. И история подвигов дедов и прадедов не будет забыта. Верховный суд Абхазии приговорил Роланда Жиба к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Роланд Жиба обвинялся предварительным следствием в умышленном убийстве из корыстных побуждений, а также незаконном хранении, ношении и перевозке огнестрельного оружия. Жиба признан виновным по всем статьям и пунктам обвинения. Обвинительный приговор был оглашен судьей Верховного суда Республики Абхазия Мимозой Цушпа. Судебное решение должно вступить в законную силу в течение 15 рабочих дней при отсутствии обжалований со стороны участников уголовного процесса. До вступления приговора в законную силу указанные лица считаются невиновными. Сам Роланд Жиба присутствовать в зале суда во время оглашения приговора отказался. Руководствуясь статьями 304 и 309 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия, Верховный суд Республики Абхазия приговорил Жиба Роланда Капитоновича признать виновным в совершении преступления, предусмотренных пунктом З части 2 статьи 99, частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия и назначить ему наказание по пункту З части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Абхазия в виде лишения свободы сроком на 14 лет. По части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия в виде лишения свободы сроком на 3 года. На основании части 3 статьи 63 Уголовного кодекса Республики Абхазия путем частичного сложения наказания окончательно назначить Жиба Роланду Капитоновичу наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 1 января 2017 года в лесном массиве одного из сел Ачимчирского района было обнаружено тело пропавшего 30 декабря 2016 года жителя Сухума Беслана Гвициния. Прокуратура Ачимчирского района возбудила уголовное дело по данному факту. Предварительным следствием была установлена причастность к совершению данного преступления жителя села Гуада Роланда Жиба. Жиба Роланд Капитонович совершил умышленное убийство, причинение смерти другому человеку, совершенное из корыстных побуждений, незаконное приобретение, хранение, перевозку и ношение огнестрельного оружия при следующих обстоятельствах. Действуя по заранее спланированному им способу убийства путем обмана под предлогом якобы возвращения ему денежного долга и злоупотребления доверием, учитывая их длительные дружеские отношения, вывез Гвициния Беслана Раминовича в село Гуада Ачимчирского района, где в период с 20:30 часов до 20:00 часов, находясь во дворе дома своего родственника Циба Амара Стамуровича, из незаконно приобретенного, хранимого, перевозимого и носимого им огнестрельного оружия неустановленного образца калибра 9 мм произвел 7 выстрелов в область туловища и 1 выстрел в область головы Гвициния. Роланд Жиба был объявлен в розыск в мае 2017 года. В результате оперативно-розыскных мероприятий МВД и СКБ Жиба был задержан и водворен в следственный изолятор. Уголовное дело было направлено для рассмотрения в Верховный суд Абхазии. Судебное разбирательство длилось около года. Все обстоятельства дела были детально изучены. Несмотря на непризнание Жиба Роланда Капитоновича своей вины в инкриминированном ему преступлении, его вина нашла в судебном заседании свое подтверждение совокупностью следующих доказательств: показаниями потерпевших свидетелей, а также письменными доказательствами по делу. Подсудимый Роланд Жиба свою вину в предъявленном ему обвинении не признал. Сария Смыр, Леонид Либа, Абхазское телевидение. Московская абхазская диаспора празднует 60-летний юбилей. Об истории создания абхазской общины, осуществленных успешных проектах и главной мечте рассказал журналистам глава организации Беслан Агрба. На пресс-конференции побывала и наша съемочная группа. Репортаж Нисфы Аршба. История создания организации, которая в этом году отмечает 60-летний юбилей, началась задолго до 1958 года. Встреча абхазской общины датируется 20-30-ми годами прошлого столетия. Первыми абхазами, появившимися в Москве, стали, конечно же, студенты. Но их судьба оказалась трагической. Почти все они были репрессированы. Второй этап формирования абхазской общины начался после смерти Сталина. В 1958 году, впервые за 20 с лишним лет, была возобновлена встреча студентов из Абхазии в Москве. Это движение возглавил Тарас Шамба, который на предстоящем торжестве будет главным юбиляром. Мы отмечаем в этом году 60 лет с начала встреч московской абхазской диаспоры. И, конечно, это в каком-то смысле большой праздник Тараса Мироновича Шамба, который
собственно, организовывал эти первые встречи. Это вот у нас такой уникальный случай, что человек, который начинал организовывать эти встречи, вот через 60 лет он будет нашим таким главным именинником на празднике, он полон сил, полон энергии. Это замечательно, огромная ему благодарность, поклон. Цель создания организации, по словам Беслана Агрба, это в первую очередь консолидация всех проживающих в России абхазов, содействие развитию нашего государства и, главное, сохранение аутентичности и национальной самобытности. На сегодняшний день в диаспору входит около 800 человек. В то же время только в Москве, по разным неофициальным данным, проживает более 4000 человек. По словам Беслана Агрба, есть те, кто не принимает участие в жизнедеятельности диаспоры. Такие пассивные наши граждане. Причин тому множество. Это и отсутствие времени, сложная жизненная ситуация и другие. На самом деле мы пытаемся это преодолеть через какие-то интересные мероприятия. То есть чем более интересным, чем более модным ты становишься в хорошем смысле, тем больше людей ты привлекаешь. Кто составляет актив? Актив составляют те люди, которые наибольшим образом чувствуют то, о чем я говорил, вот свою причастность к своей родине, и хотят часто общаться. Да, это, наверное, я бы сказал, что это человек, наверное, 150-200. Официально днем создания общественной организации «Московская абхазская диаспора» считается 2011 год. Именно тогда юридически было зарегистрировано общество, объединяющее всех абхазов России. За этот небольшой период деятельности было проведено много мероприятий и встреч, памятных вечеров и праздничных приемов. Планов много. Беслан Агрба поделился с журналистами своей главной мечтой – грандиозной задумкой, которую ему хотелось бы осуществить в первую очередь. Мы как раз хотим сделать обращение, сначала сделать обращение. Смысл этого обращения в том, что как раз мы призываем, обращаемся ко всем диаспорам, да, ко всем людям, которые обладают неким потенциалом участия в развитии Абхазии, провести такие вот общенародные, общенациональные форумы в Абхазии, на которых не просто вот где-то в кабинетах министерств и ведомств, да, абхазских, а в каких-то таких общественных форумах мы должны, мне кажется, обсудить конкретно, причем я бы хотел, чтобы это обсуждалось, те вызовы и те проблемы, которые есть в Абхазии. Помимо всевозможных детских праздников, семинаров и выставок, Московская абхазская диаспора осуществила десятки успешных проектов. Среди них «Что, где, когда», завершившаяся победой наших студентов, перелет «Абхазия-Россия», посвященный кавалеру орденов Красной Звезды Киазыму Агрба, проект «Лица диаспоры. От истории к современности», который осуществляется совместно с Международным культурно-деловым центром Абхазии. Свой день рождения наша диаспора планирует отметить с размахом. Уже в это воскресенье, 25 марта, юбилейная встреча состоится в отеле «Карстон» в Москве. Нисфаршба Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Торговое представительство Абхазии в России и Московский культурно-деловой центр Республики Абхазия провели работу по выявлению лиц и организаций, незаконно использующих название нашей страны в торговле контрафактными товарами и продукцией. Об этом сообщает пресс-служба МКДЦ Республики. Как рассказал торговый представитель Абхазии в России Олег Барцец, по факту негативных публикаций в российских СМИ была проведена проверка и выявлены несколько групп предпринимателей, которые в различных регионах России незаконно использовали наименование «Дары Абхазии» при реализации некачественной продукции неустановленного происхождения. В результате оперативных действий торгового представительства нарушители были выявлены. В установленном законом порядке им предъявлено требование о прекращении данного вида деятельности. Между тем, право и полномочия представлять высококачественную фермерскую продукцию, произведенную в нашей стране под брендом «Дары Абхазии», на конкурсной основе получила компания «Региональные ярмарки». Данное решение поможет впредь пресекать незаконное использование национальных наименований и предотвратит репутационные потери для абхазских производителей. Первая партия фермерской продукции из Абхазии появится на российских региональных ярмарках уже в апреле. Палата адвокатов Республики Абхазия подвела итоги работы за прошлый год. Заседание прошло с участием представителей Генеральной прокуратуры и Верховного суда.
За 2017 год Советом Палаты проведены 10 заседаний, где были рассмотрены актуальные вопросы, отметил, подводя итоги работы за год, председатель Палаты адвокатов Абхазии Иван Зарандия. По его словам, адвокатура республики делает все возможное для оказания помощи гражданам без оплаты труда. За отчетный период адвокатами Палаты дано устных консультаций гражданам 1115, из них 919 без оплаты. Составлено 346 документов, из них без оплаты 211. Однако по требованию судебно-следственных органов государства должно оплачивать труд адвокатов. Проведено 24 уголовных дел, 18 дел по требованию судебно-следственных органов. Это по требованию. Консультацию вы дали 131, составлено деловых бумаг 38, из них бесплатно 18, проведено гражданских дел 27. Хочу отметить хорошую работу Критиния, молодых адвокатов Цукба Ивановича. На сегодняшний день списочный состав палаты состоит из 96 человек и 4 стажеров. Приостановлен статус 9 адвокатов. 57 человек, имеющих статус адвоката, составляют представительницы прекрасного пола. В адвокатских кабинетах Абхазии работает 33 человека. Большинство из них расположено в Гагарском, Гудаутском районах и городе Сухум. На собрании также была поднята тема защиты прав лиц, находящихся в статусе подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, свидетелей, и выступили с критической оценкой ситуации, складывающейся на практике. Засвидетельствовав большое количество нарушений прав вышеуказанных категорий лиц со стороны представителей правоохранительных органов, адвокаты высказались и о противоречиях норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства. На Алакове Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Экранизация 7 новелл Михаила Лакарба была очень тепло принята сухумским зрителям. Увидеть картину изъявили желание и в районах Абхазии. Сотовая компания «Мобайл», являющаяся спонсором проекта, организовала гастрольный тур фильмов по всей стране. В пятницу киноальманах был показан в Очамчире. О том, как 7 новелл приняли там, наш следующий сюжет. Премьера киноальманаха «7 новелл» Михаила Лакарба состоялась в Сухуми 27 февраля. Показ короткометражных фильмов прошел с большим успехом. Ажиотаж вокруг кинокартин не стихал долгое время. Желающих увидеть работы известных и начинающих режиссеров оказалось настолько много, что компания «Мобайл» решила устроить повторный показ. Однако в адрес сотовой компании поступали просьбы дать возможность увидеть картину в районах. Именно тогда и появилась идея организовать гастрольный тур. В течение 2 недель 7 новелл были показаны во всех городах Абхазии. Особенно приятным и ценным для всех стал тот факт, что новеллы сняты на абхазском языке. И, конечно, то, что в центре внимания всех картин, как и новелл Михаила Лакарба, воспеваются традиционные ценности абхазов, жизнь по законам Апсора, где правят совесть, честь и достоинство. Для Мобайл, как организаторов всего проекта, очень важно показать киноальманах зрителю, потому что их комментарии и отзывы являются главной наградой для нас. Свои гастроли кинокартина начала с Гудауты. Правдивые истории прошлого столетия сегодня особенно близкие народу, отмечали зрители. В социальных сетях буквально вся лента была забита фотографиями и видео с показов. Пицунда, Афон, Гагра, Гудаута. Культурные дворцы этих городов были заполнены зрителями в дни показа фильмов. И вот спустя неделю картину увидели и жители Очамчиры. Зал Дворца культуры не смог вместить всех желающих. Люди разных поколений, которые собрались в зале, сумели найти в просмотренных фильмах что-то важное для себя. Многих киноновеллы заставили задуматься. Были даже те, кто не смог сдержать слез. Каждый фильм отличался особым авторским подходом, отмечали зрители. Есть о чем задуматься, над чем поразмыслить, о чем подумать и сделать какие-то свои выводы. Режиссеры попытались, как мне кажется, по полной представить вот эту свойственную Михаилу Александровичу черту, по которой он писал книги, по которой он выражал свою мысль. Уже в субботу 7 новелл будут показаны жителям Гала. Сария Смыр, Астамур Гожба, Абхазское телевидение.
Осадки в виде снега и дождя красного и бурого цвета выпали в пятницу утром в ряде районов Краснодарского края. Пользователи соцсетей сообщают о цветном снеге в Сочи на курорте Роза-Хутор. Облачный фронт не прошел мимо Абхазии. Местами и у нас были осадки в виде так называемого грязного дождя. Между тем специалисты успокаивают, выпавшие осадки не являются химическими и не представляют опасности для жизни и здоровья людей. Это следствие песчаных бурь со стороны Средиземного моря, острова Крит и Северной Африки. Частицы пыли конденсировались в атмосфере и прошел окрашенный дождь. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается неустойчивая погода. В субботу ночью и утром преимущественно без осадков, днем дождь. В воскресенье ночью, утром и вечером дождь, днем погода прояснится. Температура воздуха ночью плюс 7-12, днем плюс 13-18 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.